Добрый день, уважаемые эксперты, члены жюри. Меня зовут Лебедев Дамир, ученик 6 класса Холмогорской общеобразовательной школы имени Сергея Степановича Васильева у Солдатского улуса. Тема моего проекта – 2 школьных возраста, возрастные особенности, как предпосылка развития способностей. Актуальность проекта – начальный школьный возраст, период впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Повышенная впечатлительность, внушаемость младших школьников, направленность их умственной активности на то, что повторить, внутренне принять, создает по-своему благоприятные условия для обогащения и развития психики. Каждое из отмеченных свойств выступает у младших школьников главным образом своей положительной стороной. И в этом неповторимое своеобразие данного возраста. Но вступление в подростковый возраст связано с особенно резким возрастанием сил. Младший подросток с самими действиями чаще всего весел, благодушный, вместе с тем неудержимо вступает в быстро расширяющийся для них мир. Их неотягощенность какими-либо жизненными проблемами. Младший подростковый возраст – это, пожалуй, самый жизнерадостный и легкомысленный аппарат школьного детства. Цель – дать целостное представление об обучающихся, находящихся на разных стадиях возрастного развития. Задача – охватить наблюдением разные стороны жизни учеников, их общение со взрослыми и детьми, учебные занятия, развлечения. Ожидаемый результат проекта. Мною велись наблюдения за обучающимся 2-6 классов. Сопоставление групп школьников, отстоящихся друг от друга на несколько лет, позволяло наблюдать возрастные развлечения в условиях, когда они выступают на первый план, явно прикрывая индивидуальные и половые развлечения внутри каждой возрастной группы. Предполагаемое психологическое описание обучающихся младшего и среднего школьного возраста могут дать некоторые конкретные представления о тех возрастных особенностях, которые, по-видимому, имеют ближайшее отношение к становлению общих умственных способностей. Как известно, в младших классах все учебные предметы, иногда с исключением таких как рисование, пение и скульптура, ведет один педагог, чаще всего учительница. Личные особенности учительницы младших классов, ее культуры, педагогической способности, отношение к детям, даже черты характера становятся фактором биографии учеников. На уроках например, ПН все ученики работают. Ее второклассники уже привыкли, входя по звонку в класс, без большого шума рассаживаться и принимать нужную позу. Она не скупится на подбадривание и похвалу. Молодец, правильно, очень хорошо. Многоопытная ПН по возрасту и стажу, она же могла бы уйти на пенсию, умеет владеть классом, не повышая голоса. Бывали такие случаи, когда ученики в разговоре с ПН, забывшись, обращались к ней «мама». Они тут же спохватывались, но такая оговорка характерна. Следует заметить, что ПН берет на себя некоторые функции, которые действительно близки к материнству. Работает в школе 6-й год. Один раз она уже прошла цикл начальной школы с 1 по 11 класс. Теперь, повторяя его, она чувствует себя вполне уверенной. Строгая учительница. Она требовательна, иногда до придирчивости. Например, неумолимо ставит двойки. Дети тянутся к ней. Правда, они не имели возможности сравнить ее с каким-нибудь другой учительницей. И когда она сердится, нельзя у них заметить каких-либо признаков протеста или недовольствия. Бывали такие случаи, когда и к ней, омолвившись, обращались мама. Ее имя также используется родителями, позволяя добиться того, чтобы ребенок лишний раз переписал урок, чистил зубы перед сном и так далее. На уроках 6 классов даже у лучших педагогов нередко можно наблюдать признаки некоторого равнодушия учеников к занятию и как бы покорности. Каждую тему, каждый ее раздел нужно усваивать. Постоянно требуется повторение прочитанного в учебнике и того, что говорилось на уроке. Подлинное поглощение на урок рассказом преподавателя или каким-нибудь упражнением возникает гораздо реже, чем в младших классах. Дети от 12 до 13 лет
подавляющем большинстве своем относятся к учению в основном благодушно, не утруждают себя излишними раздумьями, выполняют уроки только в пределах заданных, часто находят поводы для развлечения. Конечно, очень велики индивидуальные развлечения между учащимися, но они не могут заслонить характерную общую картину. Побуждение к систематическому учению в значительной мере идет истинно, и в средних классах нередко происходит снижение успешности занятий. У учеников шестых классов уже трудно найти следы наивного учителя и прежде близкого к нему. Лучший педагога уважают и побаиваются. Им кое-что подражать. Немногие учителя имеют завоевать любовь класса, но очень обычно для среднего школьного возраста. И другое – противопоставленность, отчужденность учеников, а по отношению к отдельным преподавателям даже вызовов противодействия. Я попытался представить два обобщающихся психологических портрета школьников начальных и младших классов с целью дать целостное представление об учениках, находящихся на разных стадиях возрастного развития. Рассмотренные периоды школьного детства так сильно отличаются от друга, что при переходе от одного к другому приходилось говорить не столько о дальнейшем развитии тех или иных способностей, сколько о совсем других чертах. Как видно из представленных материалов, у второклассников повышенная восприимчивость, доверчивость, готовность усваивать, вера в истинность всего, чему учат, представляют собой подлинный залог обучаемости и воспитанности, и тем самым развитие интеллекта. Иные способности выступают на первый план у шестиклассников. Их возросшая самостоятельность, настойчивая энергия, широта склонности, с новой стороны открывать путь к подъему способностей. В каждом возрастном периоде выступают специфические противоречия в развитии учащихся. У второклассников не соответствует разрыв между умственным развитием и учебными навыками. Неизбежен формализм, некоторые знания, впервые столкновения, влияние семьи и школы. У шестиклассников расхождение между подъемом деятельности, энергии и необходимости дисциплины. Систематически в занятия, широта склонности, расположенность к выполнению некоторых самостоятельных работ, как бы опережающий уровень возможностей, борьба за независимость и тяготение к старшим.